Президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов. Наш следующий гость тоже очень любит спорт и любит гонять на велосипеде. И даже на работу иногда добирается на нем. А еще он любит невероятную, просто космическую скорость. И, например, сейчас он может где-то в районе обсуждать проблемы села, а потом уже через 2 часа быть где-нибудь за рубежом. И так в течение всего дня. И так каждый день. Слово предоставляется главному гостю нашего форума «Мост Москва-Татарстан». Президенту Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову. Хайырлы көн, исәнмесез кадерле дуслар, шакырылган кунаклар, яшьләр. Сезнең белән бер күрешү үзе бер гомер дип безнең борын кешеләр әйткән. Шуңа күрә менә бүгенге безнең очрашу, 5нче очрашу, бик матур, бик кызык. Сезгә генә түгел, менә минем өчен дә бүгенге бөтен сөйләгән сүзләр, алар бик зур үрнәк һәммәбез өчен. Сезнең өчен дә бу бик кызык булгандыр дип уйлыйм. Бик зур рәхмәт шушы очрашуны оештырган кешеләргә. Ахметшин Равиль Кәлимович менә шушы эшне 5 ел дәврендә матур итеп бара. Безнең Мәскәү хуҗаларына, Сергей Семеновичка бик зур рәхмәт. Нинди генә фикербез булса, безгә ярдәм. Бик зур рәхмәт. Дорогие друзья, я хотел бы прежде всего поприветствовать вас, наша 5-я встреча. Хотел бы выразить свои тоже эмоции. Сегодняшние рассказы, истории, это вот небольшие такие истории каждого из наших выступающих, они очень интересны. Интересны не только для вас, они интересны для каждого из нас. Поэтому это успешные люди, которые прошли к этому успеху очень сложным путем, потому что успех так просто он не бывает. Он может быть один раз там, и повезет, а дальше, чтобы двигаться вперед, надо очень много работать. И никто не знает, где и как у него может получиться. Вот собирался быть биологом, стал теннисистом. Поэтому каждая история, она тоже, я тоже вот один сын председателя колхоза, я вот сын директора леспромхоза в лесу вырос. Даже не думал, что я тоже оказываюсь там. Я даже не думал, что я буду в Казани жить. Никогда нет. Вообще и желания не было такого. Да, после института я уехал в район. Но вот так получилось, что вот как получается. Поэтому надо просто двигаться вперед, находить интересные для тебя направления, но не всегда получается так, как ты хочешь. Вот иногда вот люди типа меня попадают в другую историю, приходится уже двигаться в том направлении, где ты оказался. А так, вот, я хотел бы поблагодарить на самом деле Сергея Семеновича Собянина, потому что Москва наша столица, Москва это пример. Вот мы сейчас смотрим, какие подходы, как меняется Москва. Это образец не только для нашей страны, это образец уже мировой. И, конечно же, иметь своих людей, сторонников. Мы говорим о татарах, 30% только живет в Татарстане. Мы говорим о наших друзьях, о тех людях, которые выходцы из Татарстана, какой бы национальности не было. Те люди, которые симпатизируют нашей республике. Вот
один наш коллега сказал, вот 100%, 50% они вообще о нас не думают, 25% наши сторонники, 25% не сторонники. Но самое главное, у меня другой принцип. Контрольный пакет должен быть у нас. Если все будут... Если все будут тебя любить, это тоталитарный режим, это неправильно. Значит, должна быть конкуренция, но контрольный пакет всегда должен быть у нас. Вот поэтому желаю вам, чтобы контрольный пакет был у вас, и у вас все получалось. Бигзур Рахмат, большое спасибо за сегодняшнюю встречу. Рустам Нургалиевич, огромное спасибо. И огромное спасибо нашим спикерам. Мы благодарим вас за интересные выступления, за мотивацию. И Сейчас тот самый долгожданный момент, когда зрители форума могут задать свои вопросы. Пожалуйста. Поднимите руку, у кого будет вопрос. Вот здесь, в центральном ряду, стоит девушка с микрофоном. Здравствуйте, уважаемый Руслан Нургалиевич, Николай Львович и спикеры форума. Спасибо за интересное выступление. У меня вопрос к Руслану Нургалиевичу. Медицинские кадры в Москве готовятся в 5 вузах. Это Первый медицинский университет Сеченова, РНИМ имени Пирогова, Московский медицинский университет имени Евдокимова и медицинские факультеты МГУ и РУДН. У меня такой вопрос. Как обстоит ситуация в Татарстане с нехваткой медицинских кадров в регионе, с учетом реализующихся программ «Земский доктор», а также грантов правительства Республики Татарстан? И планируются ли дополнительные программы по привлечению медицинских работников в регион? И возможно ли то, что целевой аудиторией этих программ станут студенты-медики из Татарстана, но обучающиеся за его пределами? Спасибо. Во-первых, вообще вот из 12 программ национального проекта одна из самых важных – это система здравоохранения, качество продолжительной жизни. Поэтому, чтобы решать эти задачи, нужны, во-первых, достойные материально-технические базы, но база одна ничего не решает. Нужны люди, подготовленные, обученные. Мы понимаем, что кадры, медицинские кадры, скажем, 10-15 лет назад и сегодня это совершенно другие кадры. Поэтому у нас большая программа по подготовке. У нас уже не только медицинский институт, и в университете федеральном есть медицинское направление. Целевые группы мы формируем. Ну и федеральная программа поддержки, когда субсидии выделяется, республиканская программа. И мы и дальше будем серьезно вкладывать как в материальную базу, так и в создание условий для врачей, медработников. Специальность, уважаемые гости форума, а также спикеры, благодарю вас за выступление. Меня зовут Камила Табеева, я участвую в Совете молодежи, а также я президент Татарского землячества РГУ. У меня такой вопрос к вам, Рустам Нургалиевич. Скажите, пожалуйста, какие уникальные инструменты использует правительство Татарстана для привлечения инвестиций в саму республику? А также можете, пожалуйста, сказать, какие страны, точнее, инвестиции каких стран вы планируете далее привлекать? Спасибо. Во-первых, надо, когда говорить об инвестициях, делить нельзя. Главное, чтобы были инвестиции. По большому счету, внутренние ресурсы республики достаточно большие. Те компании, которые у нас работают, они очень серьезно инвестируют в развитие своей промышленной программы. Это и нефтяные наши компании, и нефтехимические. Второе, это, конечно же, чтобы привлечь инвесторов со стороны, нужно создать условия, инфраструктуру. Это особые зоны, территории опережающие развитые, промплощадки, и много таких направлений. Третье – это
персонал, который мы можем подготовить, чтобы на этих предприятиях работали обученные люди. Ну и те налоговые послабления федеральные, республиканские, которые есть. Это вот основная часть, это платформа. А второе уже это участие в выставках, работа с партнерами, значит, много поездок. Поэтому есть специальный орган государственной власти, агентство инвестиционного развития. Мы как бы с учетом того, что сегодня определенные сложности привлечения инвестиций из Европы, уже более активно работаем с Юго-Восточной Азией, с Китаем, с арабским миром, с Турцией, хотя и европейские, американские проекты у нас продолжаются. Поэтому будем и дальше активно работать. Уважаемые друзья, мы благодарим вас за прекрасные вопросы, но, к сожалению, время нашего форума подходит к концу, и мы не можем дать возможность всем задать можно вопрос. будет сделать так. Вы свои вопросы передайте вот Раиль Калимуловичу. Я обязательно всем вам официально пришлю ответы на ваши вопросы. Поэтому, пожалуйста, дорогие друзья, не расстраивайтесь, все ваши вопросы запишите и передайте, пожалуйста, в полпредства Республики Татарстан в Российской Федерации. Уважаемый Рустам Нургалиевич, в завершении форума мы просим вас вручить государственные награды Республики Татарстан нашим землякам. Президента Республики Татарстан за особый вклад в патриотическое воспитание молодежи и активную общественную работу награждены Медалью ордена за заслуги перед Республикой Татарстан космонавт-испытатель научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Гагарина Сергей Николаевич Рыжиков. Медалью Республики Татарстан за доблестный труд награждается председатель Центрального совета добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России Колмаков Александр Петрович. За активную общественную и плодотворную творческую деятельность благодарность объявлена музыканту Радику Виолитовичу Ярулину. За вклад в развитие физической культуры и спорта, активную общественную деятельность, благодарность объявлена президенту Всероссийской Федерации борьбы на поясах, президенту Федерации борьбы на поясах по городу Москве Рамазанову Рушану Ринатовичу. За вклад в реализацию молодежной политики и активную общественную деятельность. Благодарность объявлена юрисконсульту агентства по сопровождению программ государственной поддержки агропромышленного комплекса Артуру Ранильевичу Рахматуллину. За вклад в сохранение и развитие культурных традиций татарского народа, плодотворную творческую деятельность, благодарность объявлена коллективу музыкальной группы «Шурале». Виксурахнацинске. Умашлак. Дорогие друзья, дорогие наши спикеры, мы благодарим вас за интересные выступления и просим вас занять ваши места в зрительном зале.